Толеби Алибекула, би старшего Жузы, государственный деятель, оратор, советник хана Тауке. Родился на Жайлау, ныне Жайлау-Жайсан, в окрестности Шу, Жамбылской области. Толеби из рода Жанас, племени Дулат старшего Жузы. Был образованным человеком своего времени, владел искусством поэтического красноречия. С именем Толеби связывают многочисленные изречения, афоризмы и судебные решения. Толеби был очень грамотен и учился поэтическому ораторскому искусству своего народа. С юных лет он вовлечен во власть страны и получил широкое признание за свою справедливость, красноречие и остроумие. До Алибекула Туле, представителей рода Кудайберда, никто не был богатым. Предки Тули были простыми крестьянами. Толеби был интеллигентным и грамотным человеком, с ранних лет усвоившим традиции ораторского и поэтического искусства своего народа. С 15-20 лет он участвовал в совещании судей и прославился своей справедливостью и ораторскими способностями. В то время казахские и джунгарские ханы постоянно воевали. После смерти Тауке хана казахское ханство начало распадаться. Толеби, возглавивший Великий Жуз, возможно, на какое-то время вошел в состав джунгарских захватчиков. Несмотря на уплату им налогов, Толеби взял на себя политический контроль. Толеби сыграл важную роль в объединении казахов и избавлении их от джунгарских захватов. По некоторым данным, Толеби также способствовал возвышению султана Аблая. Толеби принимал активное участие в реализации мероприятий Тауке хана. По превращению Туркестана в столицу казахского ханства, подчинению 300 человек одному центру, укреплению единого казахского ханства, построению военного союза родственных казахов, каракалпаков, кыргызские и узбекские народы против джунгара-ойратских захватчиков. В то же время Толеби приложил немало усилий для установления и развития отношений между Великой Сотней и Россией. В 1749 году, отправив посольство во главе со своим племянником Айтбаем к наместнику Орынбора. Тем самым он заявил о своей готовности отправиться в Россию. В ответном письме 26 сентября 1749 году Неплюев подтвердил свое намерение присоединиться к России и предложил развивать торговые отношения между двумя странами. В период распада казахского ханства и нашествия джунгаров Толеби смог проявить качество лидера. Джунгары хотели воспользоваться ситуацией и уничтожить казахский народ, а уцелевших притеснить. Толеби вместе с батырами Кабамбаем, Гогембаем и Джанибеком он построил единый народный фронт и боролся за свободу. Достойно покинув этот мир, Толеби скончался на территории ныне Толебийского района Южно-Казахстанской области. Похоронен в городе Ташкент. На могиле установлен надгробный памятник. Его именем названы районы в Джамбыльской и Южно-Казахстанской области, улицы в городе Алматы. В памяти своего народа Толеби остался светлым и мудрым человеком, который достойно умер и оставил огромный след за собой. Память о нем можно заметить на установленных памятниках и написанных книгах. Для читателей Сосновской сельской библиотеки была подготовлена тематическая папка «Толеби. Казахский мудрец», также книга Толеби, которая знакомит вас с великим человеком.